Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. На защиту Родины. Никаких сомнений нету, что победа за нами, и она очень близка. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции вылетела очередная группа добровольцев. Задачи выполнены. Условия максимально приближены к настоящим. Межведомственные пожарно-тактические учения Росгвардии и МЧС прошли на базе управления вневедомственной охраны в городе Аргун. Валовый сбор. Гул комбайна не затихает ни на минуту, а все для того, чтобы добыть белое золото. Лесоведческие хозяйства Чеченской Республики начали уборку. Еще одна группа добровольцев вылетела в зону проведения специальной военной операции из Грозненского аэропорта. Все бойцы успешно прошли курс практической военной подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Вопрос обеспечения всем необходимым контролируется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Официальные лица во главе с председателем правительства региона Магомедом Даутовым проводили военнослужащих, выразив слова поддержки и напомнив главную цель отправки. Ассаламу алейкум. Бойцы, мы приветствуем вас на территории Чеченской Республики после подготовки в Российском университете спецназа. Мы собрались, чтобы вас проводить в зону проведения СВО. Уверен, что, да и знаю, что среди вас есть те бойцы, которые уже по нескольку раз принимали участие в зоне проведения СВО. Бойцы, у нас возложена задача по защите нашей Родины от тех традиций, которые чужды для нашего народа, для целой нашей страны. У нас народностей очень много. Вы сами знаете, видите и слышите, какую пропаганду наши, в кавычках, соседи хотят внедрить в общество Российской Федерации. Но, иншаллах, это у них не пройдет. Вы сами наблюдаете, уверен, что есть и боевые товарищи в зоне проведения СВО. Мы каждый день бьем врага, уничтожаем их, продвигаемся. В частности, легендарный спецназ «Ахмат». Очень хорошие результаты за последние дни и недели. Очень хорошие. И, иншаллах, вместе, плечом к плечу, все национальности нашей необъятной страны, все представители всех религиозных конфессий стоят бок о бок, плечом к плечу, как братья. Защищают нашу страну, наше верование, наше будущее. Бойцы, от вашего имени мы хотели бы поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, который с первых же дней начала СВО помогает нашим бойцам всем тем, что необходимо нам для выполнения поставленных задач Верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и главой Чеченской Республики, Героя России, генерала-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова. Также главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который с первых дней начала СВО взял ответственную, почетную миссию формирования, обучения добровольческих отрядов. Вы сами знаете, каждый день, как у нас говорят, держит руку на пульсе именно наше направление. Направление спецназа «Ахмат», а также силовых структур из Чеченской Республики. Хотелось бы также поблагодарить инструкторов Российского университета спецназа, которые обучают тех, кто впервые появился в Российском университете спецназа, а тех, которые уже по нескольку раз, как я уже заметил, отправляются в зону СВО, они могут таким же образом оттачивать свое мастерство, свой опыт передать своим боевым товарищам. Бойцы, берегите себя, поддерживайте друг друга. Никаких сомнений нету, что победа за нами, и она очень близка. Удачи вам всем! Ахмат! Сила! Россия! Мощь! Аллаху Акбар!
В рамках межведомственного взаимодействия Управления Росгвардии по Чеченской Республике при участии подразделений МЧС провели практическую тренировку по эвакуации личного состава и ликвидации условного возгорания. Мероприятие состоялось с целью отработки совместных действий росгвардейцев и сотрудников спасательной службы при возникновении пожара внутри здания. За учением наблюдал мой коллега Турпал Али Тайсумов. По легенде, в отделении вневедомственной охраны города Аргун Управления Росгвардии по субъекту возник пожар. Дежурный объявляет тревогу, весь персонал эвакуируется. Однако в здании остался человек, которому срочно требуется помощь. Здесь начинается спасательная операция. Наряд МЧС вызван незамедлительно, вместе со скорой. Проходит несколько минут, и со стороны трассы слышна знакомая сирена. И вот автомобиль прибыл к месту чрезвычайного происшествия, полностью заправленный и с командой спасателей. Условия максимально приближены к настоящим, что придает реализма. Вооружившись всем необходимым, спасатели проникают внутрь условно задымленного объекта. Там они находят одного из сотрудников практически без сознания, но вовремя подоспевшие пожарные вывели его на улицу, дав отдышаться при помощи кислородной маски. Такие совместные учения между подразделениями Росгвардии при участии МЧС с использованием скорой помощи стали регулярными. Их цель – быть готовыми к любым подобным ситуациям, которые могут возникнуть в реальности. Постоянно новые задачи, новые Ребята все закалены, а спасатели оттачивают навыки ежедневно. Новобранцев обучают профессионалы. Это же относится и к правоохранительным органам. Я думаю, их будет больше, мы еще не запланировали. Взаимодействие Росгвардии, МЧС. И да, мы тахил действуем, сахали еще ждать, он от Ошах. Ходар тембик, общий бог, даурбаться. Миссия была выполнена полностью и качественно. Все участники показали мастерство исполнения служебного долга. Такие учения способствуют предотвращению бед с участием реальных пострадавших. Турпал Али Тайсумов, Сайд Имин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова выделил ежемесячную стипендию для студентов из Гвинейской республики для покрытия расходов на обучение и изучение языка и проживания. Напомним, что обучение в Чеченском государственном университете для граждан Гвинеи стало результатом работы на Международном экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка», который прошел в Санкт-Петербурге в прошлом году. Подробнее в нашем следующем сюжете. 5 дней в неделю, 4 часа русского языка и курсов по культурологии. Так проходит первая половина года обучения у 8 студентов из Республики Гвинея в Чеченском государственном университете. Пока они только адаптируются к жизни в России. Диала, Фатумата, Бинта с увеличением изучают новые предметы и участвуют в учебных мероприятиях. Нас хорошо встретили с самого начала. Чеченская республика покрыла все наши расходы. Они оплатили наши авиабилеты, и даже когда у нас возникли трудности в Дубае, они справились с ситуацией. Город спокойный, это мирное место для учебы. Наш кампус – лучший кампус во всей России. Здесь чисто, здесь хорошо жить. Я приглашаю всех приехать учиться в Чеченскую республику. Студенты проходят обучение в рамках квоты от правительства Российской Федерации для иностранных граждан. Кроме того, региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики учредил ежемесячную стипендию имени Ахмата Хаджи Кадырова студентам из Республики Гвинея для покрытия расходов на обучение, изучение языка и проживания. По инициативе первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики, министра Чеченской республики Хадижат Рамзановны Кадыровой, студенты из Гвинеи получат дополнительную помощь в виде стипендиальной поддержки, так и в обеспечении их медицинского осмотра. Студенты, которые приехали на обучение по курсу русского языка, в дальнейшем продолжат свое обучение на программе высшего образования по медицинскому профилю, в частности, программы «Лечебное дело». И по выпуску они вернутся в свою страну и будут работать в системе здравоохранения
Гвинеи. На данный момент в Чеченском государственном университете обучается более 400 иностранных студентов из 35 стран мира. Тут для них созданы все необходимые условия. Также учреждение всегда готово оказать им поддержку в трудоустройстве. Гости из Гвинеи проживают в студенческом общежитии в Грозном, которое обеспечивает все комфортные условия. Стоит отметить, что это место существует с 2017 года и пользуется огромной популярностью среди иностранных студентов. Здесь есть все удобства, комнаты с современной мебелью, душевые, кухня и бесплатный Wi-Fi. Каждый кампус рассчитан на 5 человек. Обучение в Чеченском государственном университете для граждан Гвинеи стало результатом работы на Международном экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка», который прошел в Санкт-Петербурге в прошлом году. Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министр региона Хадижа Кадырова, встретилась с делегацией из Республики Гвинея и пригласила иностранных студентов в Чеченскую Республику для обучения. Чеченская республика тесно сотрудничает со странами Африки в сфере образования. Так, в наших университетах сегодня обучаются более 100 студентов из африканских стран. Все они обеспечены жильем и всеми необходимыми условиями. В связи с этим я рада сообщить, что благотворительный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова планирует учредить стипендию для 10 студентов из вашей страны для покрытия расходов на обучение в наших университетах по медицинским специальностям. Она также будет включать расходы на курсы русского языка и проживание в общежитии. Таким образом, талантливая молодежь Гвинейской республики сможет получить качественное высшее образование и вносить свой вклад в улучшение жизни родного края. В 2023 году по поручению Хадижи Кадыровой также была оказана помощь самым нуждающимся жителям провинции Гвинеи. Удалось восстановить поликлинику для нужд нескольких поселений, обеспечить детей канцелярии, оказать гуманитарную помощь в виде одежды и продовольствия. Более того, волонтеры сделали ремонт в акушерском центре и закупили необходимое оборудование. Для детей-альбиносов приобретены продукты, одежда, обувь, медикаменты, крема и школьные принадлежности. Сотрудничество сторон стало новым импульсом в социально-экономическом развитии нашего региона, а также в повышении его инвестиционной привлекательности на международном уровне. Медина Мударова, Валентина Гусевская, Хусейн Мурдаханов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Тем временем в Грозном состоялись аналогичные учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций. В открытых соревнованиях приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Чеченской Республике. Всего было 10 команд. Задачей стало подняться наверх высотного жилого здания за наименьшее время. Такое под силу только подготовленным спасателям, кем и являются эти мужчины. А лучшие из них станут представителем нашего региона на всероссийском соревновании, которое состоится позднее. Чеченская республика, как мы знаем, является одной из самых динамично развивающихся регионов в составе Российской Федерации, и количество высотных зданий на территории ежегодно увеличивается, и, соответственно, риск возникновения чрезвычайных происшествий в зданиях с повышенной этажностью также увеличивается. И целью проведения такого рода соревнований является профессиональная подготовка, физическая подготовка, даже психологическая устойчивость личного состава подразделений к выполнению задач по спасению людей и тушению пожаров в зданиях с повышенной этажностью. Победители данного этапа будут представлять Чеченскую республику на финальном этапе всероссийских соревнований в городе Санкт-Петербург. На данном этапе все участники показывают хорошие результаты, что придает уверенность, что личный состав МЧС России по Чеченской республике будет готов к выполнению поставленных задач. В Чеченской Республике начался сбор урожая одного из приоритетных видов зерновых культур – риса. Рисоводство в регионе занимает особое место в агропромышленном комплексе. Как идет уборка зерновых в сюжете Медины Мударовой. Гул комбайна не затихает ни на минуту, а все для того, чтобы добыть белое золото. Рис на территории 490 гектаров на полях селения Азамат-Юрт засеяли весной этого года. Время с момента посадки урожая составляет около 200 дней. В среднем сорта созревают за 160. Уже собрали 175 гектаров. Фермеры делятся. Чем быстрее пройдет сборка риса, тем сохраннее он останется. Спасают и погодные условия. Болох дегдабуч бута техникумац эни ютра урожайма дикюлтондир гектардир притондолш меткшудукеш. Валовый сбор составляет 700 тонн. Урожайность с 1 гектара 40 центнеров. Работы идут в 2 этапа. Сначала пускают кормоуборочные комбайны для свала риса. На них есть специальные режущие механизмы, которые срезают стебли и складывают в ряды. Основные сорта риса – Регул, Фаворит, Партнер, Хазар и Рапан. Уже убрано 2878 гектаров, и это только Гудермесский район. Валовый сбор 2377 тонн, средняя урожайность 1 гектара 30 центнеров.
Далее урожай загружают в большие грузы и отвозят на переработку. Там рис проходит через решетки, которые удаляют нежелательные примеси. После этого я взял 20 килограмм аппарат. Я цена дохе полный, как товарный вид, а мусор я отлично, как плохо. Я вот плачу сложить тоже, много ангаж плачу. Это уадили, я на продажу, оно это В этом году посевная площадь по всей республике составила 3500 гектаров. Завершить работу планируют уже в ноябре текущего года. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Сразу после выпуска «Вести Чеченская Республика» смотрите в эфире ГТРК «Война» передачу «Нохчала» о выдающемся полководце, политическом деятеле, герое Кавказской войны Шоиб Мулле-Центароевском в авторской программе нашего коллеги Касума Аспанова. Там представлено много интересных фактов и событий из жизни известного чеченца, жившего с начала и до середины XIX века. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.